Kungs, tev pateicamies. Начнем мы сегодня наше размышление Sāksim mūsu о pārdomas Духе Святом. par Svēto garu. И это как бы в честь сегодняшнего праздника. Tas ir tā kā par godu šīs dienas svētkiem. И перетекем плавно в наши отношения с Иисусом Un Христом. pāriesim tā ar mūsu attiecībām ar Jēzus Kristu. Смотрите, в Евангелии от Иоанна написано так. Jāņa evaņģēlijā rakstīts tā, 14 глава с 26 по 27 стих. 14. nodaļa. «Заступник же Святой Дух, которого Отец пошлет вам во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я вам говорил. Я оставляю вам мир, мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь». Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa no 26. līdz 27. pantam. Bet aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums esmu atstājis, savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod, es jums dodu. Jūs sirds vai neiztrūks un neizbīsts. Братья и сестры, Brāļu māsas, Дух Святой, svētais gars, Он научит нас всему viņš mācīs mums visu и напомнит нам все, un atgādinās mums что visu, Христос говорил, ko Kristus ir teicis, чему Христос учил. ko Kristus ir mācījis. Но знаете, в чем главная тайна Bet ziniet, kur ir šis galvenais noslēpums? Духа Святого? Svētā gara. Он не просто пересказывает нам слова Иисуса или напоминает нам слова Иисуса. Viņš ne tikai pārstāsta vai atgādina mums Jēzus vārdus. Он живет внутри нас Viņš dzīvo mūsos iekšā и мечтает о том, un sapņo par to, чтобы каждый из нас был подобен Иисусу Христу. lai katrs no mums būtu līdzīgs Jēzum Вот Kristum. тот же Святой Дух, который был на Иисусе, Tas pats svētais gars, kas bija uz Jēzus, Он в нас. viņš ir arī mūsos. И написано в Библии, апостол говорит, Павел, что тот же Дух, который поднял Иисуса Христа из мертвых, Un apstulsts Pāvils saka, tas pats gars, kurš Jēzu cēla no mirušiem, в Пятидесятницу излился на церковь свою. vasaras svētkos izvajās par savu draudzi. Поэтому я верю, что правильно фокусироваться не столько на призвании и на даре, что очень важно, Es ticu, ka nav tik ļoti svarīgi fokusēties uz dāvanām, tavādiem, kas ir svarīgi, сколько на образе Христа во мне. bet tik daudz vairāk, cik uz šo Jēzus līdzību manī. И я верю, что Дух Святой захватывает нас больше не о том, чтобы мы размышляли о том, как я служу и какие способности у меня есть, Es ticu, ka Jēzus grib, lai mēs vairāk domājam, nevis kā es tur kalpošu, kāds man ir spējas, а что мое сердце все более и более и более похоже на то сердце, которое было у Иисуса, когда Он был человеком. bet uz to, lai mana sirds arvien vairāk un vairāk būtu līdzīgāk Jēzum, sevišķi tā, ka viņš bija vēl cilvēks. Amen. Amen. Я еще одно место хочу Vēl процитировать. vienu raksturvietu gribu citēt. Евангелие от Иоанна, 16 глава, Jāņa evaņģēlijas 16. с nodaļa, 13 по 15 no стих. 13. līdz 15. pantam. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что возьмет от моего и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и вам возвестит». Bet, kad nāks viņš patiesības gars un jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunā no sevis paša, bet runā to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas man cels godā un viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas tēvam pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Церковь, когда мы читаем в контексте, когда мы вообще размышляем о Духе Святом в контексте всей Библии, Draudz, ka mēs pārdomājam visas Bībeles kontekstā svētajā garā, то мы видим, что Дух Святой, Его сила, Его проявления, mēs redzam, ka svētais gars, viņa spēks, viņa izpausmes, Его дары, viņa dāvanas, Его святая сила, viņa šis svētais spēks, и вот эти функции, где мы говорим, Он наставляет, Он помогает, Он обличает. un viss šīs funkcijas, kur viņš tā kā mūs pamāca, atmasko, pārmāca,
teica. Это все идет в контексте того, чтобы мне построить очень близкие отношения с Сыном Божьим. Tas viss iet kontekstā ar to, lai es veidot ļoti tuvas attiecības ar Dievu dēlu. Видите, Иисус сказал, что Святой Дух, Он прославит меня. Jēzus ir teicis, ka svētais gars man slavēs. Что Он будет брать от меня и возвещать вам. Ka viņš ņems no manis un dos jums, rādīs jums. Поэтому я не верю в близкие отношения с Господом, Es neticu ar tuvām attiecībām to kungu, с Иисусом ar Христом, Jēzus Kristu, без близких отношений с Духом Святым. bez tuvām attiecībām ar svēto garu. Я не верю в близкую дружбу с Иисусом Христом, такую святую дружбу, где я слышу Его, где я понимаю Его, где я чувствую Его. Es neticu tādai draudzībai ar Jēzu, tādai tuvai, kuras tā kā dzirdu vai saprotu Если viņu. Дух Святой не живет во мне, если я не наполнен им, Ja svētais gars manī nedzīvo un es neesmu piepildīts ar to. и по плоти, своими человеческими усилиями, своими человеческими стараниями, я знаю, о чем я говорю. Я в своей жизни очень много раз старался. Un runājot no miesas, no savām cilvēcīgajām, visām cenšanām, es zinu, ko es runāju no savas Очень dzīves. много раз в своей жизни я старался своими человеческими силами быть похожим на Иисуса. Es ļoti bieži savā dzīvē ar saviem cilvēcīgiem spēkiem centos būt līdzīgs И Jēzum. каждая такая попытка, угадайте, чем Un заканчивалась? katrs šis mēģinājums uzmanīt, ar ko beidzās? Ничем. На Крахом, падением, Krišana, капитуляцией. kapitulācija. И каждое падение мне напоминало о том, что мне нужен Святой Дух. Un katrs kritiens man atgādināja par to, ka man svētais И gars ir что только vajadzīgs. с Ним, приняв Его силу, ходя в Нем, Un tikai pieņemot viņa spēku, staigājot viņā, я реально могу быть тем, кем Иисус хочет, чтобы я был. es reāli varu būt tas, par ko Jēzus grib, lai es kļūstu. Братья и сестры, Brāļu māsas, что может быть самое дорогое в жизни искренне верующего человека? kas ir pats dārgākais īsten ticīgi cilvēku dzīvē? Kas Что var būt? может быть самое дорогое у искренне и от всего сердца такого радикально верующего человека? Kas var būt pats dārgākais no visas sirds arī radikāli ticīgam cilvēkam? Я думаю, многие ответы сейчас побежали в голове. Tagad tādas daudz atbildes. Правильные ответы начали перебирать. И это важно, и это важно, и это важно. Tas ir svarīgi, tas ir svarīgi, tas ir svarīgi. Но самое важное Bet pats svarīgākais, – это быть со Христом. tas ir būt ar Kristu. Это иметь отношения с Иисусом Христом. Самое важное в жизни христианина – иметь близкие отношения с Его Спасителем и Pats Господом. galvenais kristiešu dzīvē ir būt attiecībās ar Jēzus Kristu. Сегодня здесь женщины и мужчины, которых многие вещи беспокоят. Šeit ir sievietes un vīrieši šodien, kurus daudz lietas В uztrauc. церкви есть молодежь, которую многие вещи тревожат очень сильно. Draudzē ir jaunieši, kuriem daudz lietas ļoti stipri Мы uztrauc. живем в такое время, когда много вызовов. Mēs dzīvojam laikā, kur ir daudz В izaicinājumu. обществе много проблем. Sabiedrībā ir daudz problēmu. Нашу жизнь порой часто встречают потрясения, Mūsu dzīvē ir daudz satricinājumu, какие-то сложности, kaut kādas grūtības, испытания. pārbaudījumi. И это все ничто по сравнению с познанием Иисуса Un tas Христа. viss būtībā nav nekas pret Kristus Апостол Павел zināšanu. так и говорит, что это все меня постоянно как будто как преследует. Apostils Pāvils saka, tas viss man pastāvīt kā vajā. Потом он размышляет о том, что у него была куча достоинств в его еврействе. Tad viņš pārdomā, ka viņam bija daudz tādu sasniegumu. Он Viņa из Вениамина на 8-й день обрезан, наставлен учителем. Viņš bija tāds skolotājs, kurš mācīja visus. И говорит, и даже это не имеет значения. Un pat tam nav nozīmes. И апостол Павел подводит такой рубеж, такой, говорит, как и достижения, и стремления, и дары, и способности, Un apstults Pāvils saka, viss šīs dāvanas un spējas, так и страдания, и гонения на tādi- самом деле не tādi- имеют значения. ciešanas un vajāšanas nav nozīmes. Если я построил или строю тесную дружбу со Христом. Ja es ciešu draudzību, esmu veidojis vai veidoju Kristu. Почему Христос важен во всем? Kāpēc Kristus ir svarīgs it visā? Смотрите, когда я поклонник Христа, Kad es esmu tāds Kristus pielūdzējs, когда я ценю отношения с Ним, kad es cienu attiecības ar viņu, когда я разговариваю с Ним, молюсь, kad es runāju lūdzu, когда я исполняю Его Слово, kad es pildu viņu vārdu, когда я соблюдаю Его заповеди. ievēroju viņu А ведь baušļus. Иисус сказал, что тот, кто меня любит, тот Слово Мое что?
будет Bet исполнять. Jēzus arī teica, kas man mīl, tas man vārdu pildīs. Поэтому для меня уже давно любовь к Иисусу — это не просто сказать, что я тебя люблю, и это тоже важно исповедовать. Un tāpēc man jau sen nav tā, ka man tikai mīlestība pret Kristu ir tikai pateikt, tev mīlu. Protams, tas ir svarīgi. Как и в браке, как и в супружестве, слово Tāpat «люблю» laulībā имеет выражать себя Arī как-то должно. mīlestībai vārds mīlēt, tam ir kaut kā jāizpauž, jāparādās. Поэтому Иисус как жених, а мы церковь как невеста, Jēzus kā līgavains, mēs draudz kā мы līgava. выражаем свою любовь как-то. Mēs kaut kā izpaužam savu И mīlestību. один из инструментов — соблюдать Его Слово. Un viens no instrumentiem ir ievērot viņa vārdu. Так вот, если я нахожусь вот в связи с Иисусом, в такой тесной связи на уровне своего духа, Ja es esmu šajā ciešajā saiknē ar Jēzu savā garā, то вот эти все вторичные вещи, о которых я говорил, Tad- как второстепенные вещи, tad viss šīs otršķirīgās lietas важные, но второстепенные, ir svarīgas, bet otršķirīgas. они начинают иметь такой Божий порядок в моей жизни. Viņām tā sāk veidoties tāda dievišķa kārtība no Когда dzīvēm. я ценю отношения и дружбу с Иисусом, Kad es cienu draudzību ar Jēzu, это влияет на то, как я отдыхаю, tas jau ietekmē to, kā es atpūšos, как я работаю, kā es strādāju, как я учусь, kā es mācos, что я смотрю, ko es skatos, как я провожу время с друзьями. kā es pavadu laiku ar draugiem. Смотрите, находиться в Иисусе Atrasties Jēzū и отдыхать не грех. un atpūsties, tas nav grēks. Быть с Иисусом в тесных отношениях и проводить время с друзьями — не грех. Būt ciešās attiecībās ar Jēzu un būt kopā ar draugiem, tas nav grēks. Быть в тесном связи с Иисусом и работать где-то — это не грех. Būt ciešās attiecībās ar Jēzu un kaut kur strādāt, tas nav grēks. Но вот именно вот эта близость со Христом, Bet tieši šī tuvība ar Kristu, она в итоге будет определять, какой ты будешь. viņa beigās parādīs, kas tu esi, kāds tu būsi. На работе, Darbā, дома, в mājās, семье, ģimenē, в церкви, draudzē, в служении. kalpošanā. Это все меняет. Tas visu maina. И поэтому не надо бояться, когда мы говорим о каком-то таком радикальном хождении со Христом. Nav jābaidās, ka mēs runājam kaut kādu radikālu staigāšanu ar Jēzu. Потому что иногда люди себе представляют так: радикально идти — это значит не смеяться, не отдыхать, не спать, не есть, Cilvēkiem citreiz liekas, ja tu esi radikāls, tad tu nesmējies, tu nesmāji, tu не neatpūties, работать, nestrādā, только молиться, читать Библию tikai lūgt, lasīt и Bībeli вот думать о том, как бы не согрешить. un domā tik par to, kā tik nesagrēkot. Религиозные духи и их ложь Reliģiozais gars un tie meli. отвлекают нас от этой свободы, Tas mūs paņem no šīs brīvības, забирают эту свободу, paņem šo brīvību, которую мы на самом деле имеем, когда мы дружим с Иисусом. kuru mums būtībā ir, ja mēs draudzējamies ar Jēzu. И свободу, которую переживал Иисус, будучи настоящим поклонником Отца, Un šī brīvība, ko Jēzus piedzīvoja, būdams šis sava она tēva, так сокрушала его современников, фарисеев. tas sagrāva šos viņu farizējus, šos viņu līdzgaitniekus. И Иисус выражал себя свободно, Jēzus sev izpauda brīvi, но не сделал ни одного греха. bet viņš neizdarīja nevienu grēku. И мы можем быть свободными Mēs varam būt brīvi и при этом не делать греха. un pie visa tā Halleluja. negrēkot. Aleluja! Драгоценные, Дорогие. пойдемте дальше. Ejam tālāk. Смотрите, апостол также говорит о том, что в Библии мы видим такое как бы явление, как не просто рождение свыше или установление близких отношений с Иисусом в Духе Святом или через Духа Святого. Mēs Bībelē redzam ne tikai tādu piedzimšanu no augšas, tiešas attiecības ar Jēzu, atzimšanu garā, Но мы также видим, что есть процесс укоренения. bet mēs redzam tādu iesakņošanās procesu arī. Вот это как дерево, которое посажено. Tas ir koks, kas ir iestādīts. Скажите, вот правда, что это уже дерево, факт? Nu, tā ir taisnība, tas jau ir fakts, tas ir koks. И факт, что там уже есть какие-то корни. Un fakts, ka tur ir kaut kādas saknes jau, И, возможно, через какое-то время начнутся какие-то первые плоды. un varbūt jau kaut kāda augļi būs pēc brīža pirmie. Но Бог так задумал, Bet Dievs tā ir что ieplānojis, дерево должно продолжать какое-то время укоренять свои корни в земле глубже, глубже и глубже. Как Несмотря на то, коком. что оно уже стоит и оно уже есть. ka kokam kādu brīdi ir jāiesakņojas un jāiesakņojas ar vien dziļāk, kaut to viņš tur jau ir. И вот когда мы родились свыше и встретились близко со Христом, или так, скажем так, пустили корни свои вот в эту новую жизнь, Un ka mēs piedzimām no augšas un bijām jau tuvāk Kristu, mēs tā kā tās saknes ielaidām Павел dziļi. говорит, вкусили, как благ Pāvils Господь. saka, baudi, cik labs ir tas kungs. Все, вкусили Бога на уровне нашего духа. Mēs esam jau baudījuši to kungu savu garu līmenī. Насладились Богом уже в самом начале, Mēs вот jau
нашей встречи с Ним. Pašā sākumā jau baudam to kungu, ka viņi tikko satikāmies. Очень важно теперь укоренить систему, укоренить, Un tagad ir корни пустить ļoti глубоко. svarīgi iesakņot šo sistēmu, šīs saknes vaist. И поэтому, исходя из того, что это важно, Izjūt no tā, cik tas ir svarīgi. я бы хотел сегодня поговорить о том, что нам препятствует укорениться. Es gribu parunāt par to, kas mums tad liek šķēršus, lai mēs varētu iesakņoties. Что угошает Духа Святого? Kas slāpē šo svēto garu? Что как бы ограничивает Его безграничную, безмерную благодать? Kas tā kā ierobežo šo viņu neierobežoto labestību? Смотрите, Евангелие от Марка, 8 главе, Marka 8. nodaļa. с 35 по 37 стих так написано. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир и душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою?» Marka 8. nodaļa, 35. līdz 37. pants. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu. Смотрите, здесь глубокая мудрость Христа. Šeit ir dziļa Kristus gudrība. И здесь Христос фокусирует нас на том, как нам проживать нашу жизнь, находясь в теле, будучи людьми. Un šeit Jēzus vērš mūsu uzmanības to, kā mums dzīvot šeit uz zemes, būdamiem cilvēkiem. И Христос показывает, как мы должны ценить нашу жизнь. Un Kristus rāda, kā mums ir jāciena, jāvērtē savu dzīve. Смотрите, он говорит, в попытках защитить свой комфорт, Viņš saka, tādos mēģinājumos aizstāvēt savu komfortu, в попытках защитить свои желания, свой статус, в попытках постоянно гнаться за материальными благами. mēģinājumos aizstāvēt kaut kādu savu statusu, dzīties pēc dažādiem labumiem. Мы теряем по-настоящему самое важное в нашей жизни. Mēs zaudējam būtībā pašu svarīgāko mūsu dzīvē. И, знаете, наша жизнь, она перестает быть настолько значимой, она перестает быть значимой. Un mūsu dzīve pārstāja būt tāda nozīmīga, svarīga. Если я ценю комфорт, Ja man ir svarīgs komforts, если для меня мои собственные желания, они превыше воли Божьей, ka manas vēlmes ir svarīgākas par Dieva gribu, то падает моя духовная эффективность. krīt šī mana garīgā efektivitāte. И я перестаю быть настолько значимым, настолько, насколько я мог бы, если бы слушался во всем Бога. Un es beidzu būt tik nozīmīgs, cik es varētu būt, ja es klausītu Dievu. Царство Божье в такой момент терпит урон. Dieva valstība tādā brīdī brūk, Потому что Богу нужны радикальные войны, jo Dievam vajadzīgi radikāli karotāji, которые после своего покаяния, они будут выбирать Царство Божье до самой смерти. kuri pēc grēka nožēlas izvēlēsies debesu И valstību. Царство līdz pat Божье savai будет nāvei. распространяться через таких людей, которые ценят Христа и жизнь со Христом дороже своей собственной жизни, своего собственного комфорта и прочих других вещей. Un Dieva valstība izplatīsies caur tādiem cilvēkiem, kuriem ir svarīgāk šis Dievs nekā viņa komforts. Ответ, почему 12 учеников смогли изменить тот старый древний мир, Римскую империю? Atbild, kāpēc 12 mācekļi varēja izmainīt šo seno Romas impēriju. Ответ отчасти в том, Daļēji atbild ir tajā, что они возлюбили Иисуса всем сердцем, всей душой своей, всеми силами viņi своими, iemīlēja Jēzu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, visu savu больше, prātu, чем свою собственную жизнь. vairāk kā savu personīgo dzīvi. И, как писал потом уже апостол, он сказал, что даже смерть уже приобретение. Un pēc tam, kā apostols rakstīja, pat nāve jau ir ieguvums. Ученики прошли путь трансформации. Mācekļi izgāja šo transformācijas ceļu. Силой и только силой Святого Духа. Tikai un vienīgi svētā gara spēkā. Господь работал с их сердцем, Dievs strādāja viņu sirdīm, менял их сердце. mainīja viņu sirdis. Они себя отдали полностью, вот как быть инструментом Бога. Viņi pilnībā sev atdeva kā instruments Dievam. И шли годы, Gāja gadi, и эти люди менялись. šie cilvēki mainījās, И их духовное влияние росло. un šī garīgā ietekme auga. И плоды, которые они приносили Царству Божьему, росли. Un augļi, ko viņi deva Dieva valstībai, auga. И, братья и сестры, и у вас в вашей жизни, и в моей жизни Brāļi, māsas, manā un jūsu dzīvēs будут расти плоды. augs augļi. Будет расти духовное значение. Šī garīgā nozīmība augs. И сегодня, как и тогда, Господь нуждается в людях, Un šodien Dievam vajadzīgi cilvēki,
через которых Царство Божье может достичь кого-то. caur kuriem Dieva valstība var kādu aizsniegt. Иисус сказал, что не спрашивайте, где Царство Божье, Jēzus teica, neprasiet, kur ir Dieva как оно valstība, придет. kā viņa atnāks. И знаете, он говорит, оно внутри вас. Tā ir jūsos iekšā. Я когда об этом размышляю, Es, kad par to pārdomāju, я понимаю, что я вот смотрю, часто искушаюсь на какие-то внешние факторы. es dažreiz tā arī esmu kārdināts, skaties kaut Знаете, kādus ārējos faktus. Хочется Царство Божие увидеть на конференции. Gribās Dieva valstību konferences Хочется ieraudzīt, Царство Божие увидеть на собрании среди братьев. dievkalpojumās brāļu vidū, gribās ieraudzīt Или в церкви. draudzē Или где-то еще. vai kaut kur vēl. И понимаю, что опять отвлекаюсь на то, чтобы искать вокруг Царства Божьего. Un saprotu, ka es atkal kaut kur novēršu uzmanību vai apkārt meklētu šo Dieva valstību. И несмотря на то, что я служитель, я часто забываю, что Царство Божие внутри меня Un neskatoties есть. to, ka es esmu kalpotājs, es aizmirstu bieži, ka Dieva valstība manī iekšējā. И опять себе напоминаю, что Дух Святой внутри меня Un atkal есть. es sev atgādinu, ka Dieva gars ir manī iekšā. И я сам себе говорю, что нету большего соперника или врага у меня, чем я сам. Un И es моя pats- старая природа. Un es pats sev vienmēr saku, ka nav lielāka ienaidnieka, kā es sev pats, mana vecā daba. Братья и сестры, когда я начинаю размышлять такими категориями, что Царство Божие внутри меня, Un brāļi, māsas, kad es sāku mērīt šādās kategorijās, pārdomāt, ka Dieva valstība manī, что Дух во мне живет, ka gars manī dzīvo, и что мой враг — это моя ветхая природа с ее страстями и похотями. ka mans ienaidnieks ir šī mana vecā daba ar visiem šiem vājībām, iekārēm. Что-то происходит в этот момент. Kaut kas notiek šajā brīdī. Сверхъестественно. Kaut kas pārdabisks. Я начинаю чувствовать Царство Божье, Es sāku izjust Dieva видеть valstību, Его, redzēt to, воспринимать Его, pieņemt to, замечать Его, ievērot, служить в Нем. kalpot tajā. Еще одно место прочитаю. Vēl vienu raksturiet izlasījuši. Еще одно место прочитаю. Значит, если кто не возьмет креста своего и не пойдет за мною, Ja kas nepaņems krustu un nenāks aiz manis, тот не может быть моим учеником. tas nevar būt par manu mācekli. Иногда этот стих воспринимается или толкуется как вызов, который бросает Иисус, Reizēm šī raksturē tiek tulkot kā tāds izaicinājums, ko Kristus dod, или как такое обличение в том, что мы не берем крест. vai tā kā tāda atmaskošana, ka mēs neņemam šo krustu. Иисус же здесь констатирует факт. Jēzus šeit konstatē faktu. Он говорит, что следование за мною Viņš saka, sekošana man сопровождается огромным самопожертвованием, pavadās ar ļoti lielu pašupurēšanos, преданности, nodošanos, верности. uzticamību. Об этом здесь говорит Иисус, Par šo šeit runāt Jēzus, что настоящее следование за мною, ka šī īstenā sekošana man, оно будет тебя все время испытывать на самопожертвование, на верность, tā на tev доверие. visu laiku pārbaudīs uz uzticamību, uz pašuzupurēšanos. И это не значит, что если я сейчас не чувствую, что я готов, Un tas nenozīmē, ja es tagad nejūtu, ka es esmu gatavs, что я не могу следовать за Христом. ka es nevaru sekot Kristum. Это значит, что я принимаю решение, я понимаю, что это требуется. Es pieņemu lēmumu, saprotu, ka tas ir jādara. Я беру за это Es ответственность, uzņemos atbildību par to, и я иду за Иисусом. un es eju aiz Jēzus И буду тренировать в себе самопожертвование, un trenējuši sev šo pašuzupurēšanos, Vierность. uzticamību. буду распинать свою плоть Sitīšu krustā savu miesu и радикально идти за Иисусом. un iešu radikāli aiz Jēzus. Братья и сестры, давайте мы не будем опираться только на то, что мы чувствуем, Nebalstīsimies tikai uz to, ko mēs jūtam, или то, что мы видим, vai to, ko redzam, или только то, что мы понимаем. vai tikai to, ko saprotam. Иногда нужно просто доверие Слову Божьему. Dažreiz ir tikai jāuzticas Dieva vārdam. Иногда, может быть, ты не чувствуешь, ты не понимаешь, ты не видишь, но ты доверяешь словам в Евангелиях, ты доверяешь словам Христа, которые Он сказал в Евангелии, и ты на них полагаешься, и ты начинаешь жить так. Dažreiz tu neredzi, nesaproti, nejūti, bet tu saproti, tu paļaujies uz Dieva vārdu, uz evaņģēliju. Потому что эмоции нас могут обманывать. Jo emocijas mūs var apmānīt. Чувства могут нас иногда сбивать. Šīs jūtas mūs var izcist no līdzsvara. А вот доверие Слову Божьему, Bet uzticēšanās Dieva vārdam, доверие Божьим словам, uzticēšanās Dieva vārdiem, действие согласно словам Иисуса, šīs darbības, kas ir saskaņā ar Jēzus vārdiem, такой человеку не будет в постыжении.
Tā cilvēks nebūs apkaunots. Поэтому иногда мы служим Богу Reizē mēs kalpojam Dievam, или идем за Христом радикально, ejam radikālais Kristus, даже не чувствуя желания идти радикально. pat nejūtot tādu vēlēšanos radikālu А iet. иногда мы идем за Иисусом радикально, Reizē mēs ejam aiz Jēzus а radikāli. эмоции наоборот нас как бы отговаривают от этого, мысли нас отговаривают. Bet emocijas tā kā pretēji mūs atrunāt no tā visa. Но когда мы не полагаемся на мысли и на чувства, и на Bet, эмоции, bet tad, kad mēs nepaļaujamies šim jūtām, emocijām, но мы верны воле Божьей, bet mēs esam uzticami Dievu gribai, мы способны приносить Богу плод. mēs esam spējīgi Dievam nest augli. И когда мы идем таким образом за Христом, Kad mēs ejam tādā veidā aiz Kristus, поверьте, Тицет. мы находимся в процессе изменения. mēs esam izmaiņu procesā. Все равно мы в эти секунды, минуты, часы под благодатью. Mēs šajās sekundēs, minūtās, stundās И такая esam zem žēlstības. позиция, она всегда вознаграждается Отцом Небесным. Tāda pozīcija vienmēr tiek debesu tēva apbalvota. Смотрите, Skatieties, давайте теперь немножко о том, что нам немножко сегодня, вот обычным людям в 21 веке мешает строить отношения с Духом Святым. paskatīsimies, kas mums tagad 21. gadsimta cilvēkiem traucē veidot attiecības ar Jēzu. Я перечислю несколько таких позиций. Dažas tādas pozīcijas pārskaitīšu. Если Дух Святой сам лично Ja svētais gars pats personīgi, скажет, вот это твое, tas ir tavs, то в конце мы будем просто совершим такую молитву, tad beigās mums būs tāda lūkšana. где ты, если ты захочешь, Tur, kur, ja tu ты gribēsi, сможешь как-то вот перед Богом как-то исповедоваться tu varēsi kaut kā Dievu priekšā. и сказать, что да, Господь, я вот это понимаю, что вот этот фактор меня до сих пор сдерживает. Jā, kungs, šis fakts man joprojām attur līdz šim brīdim. Этот фактор меня ограничивает. Šis faktors man ierobežo. И мне бы хотелось, чтобы сегодня ты мог бы прорваться. Man gribētos, vai tu šodien vari izrauties. Верю, что поэтому мы здесь сегодня. Es ticu, ka mēs tāpēc esam šeit. Значит, смотрите, первое, это то, что настоящая искренняя вера предполагает обязательства. Pirmais, šī patiesā ticība ir, ka ir šīs saistības. Посвящение Pienākums, времени, Nodošanās, laika nodošanās, изменение образа жизни, dzīvesveida izmaiņas, изменение характера, rakstura izmaiņas, другие какие-то жертвы. citu kaut kādu upuri. И когда сегодня мы живем в таком мире, где с каждого утюга говорят «люби себя», Un kad mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur no katra gūdekļa runā mīli «живи sevi, в радость», dzīvo sev par prieku, «получай удовольствие». saņem baudu. И с одной стороны Писание, вот я с одной стороны понимаю дух Писания No vienas puses saprotu šis rakstu gars и дух этого мира. un šīs pasaules gars. И поскольку мы находимся в этом мире, Un mēs esam šajā pasaulē. мы все равно чувствуем где-то вот эту войну. Mēs kaut kur jūtam šo karu. И поэтому сегодня жертвовать, посвящать, Un šodien, быть в завете, быть в обязательствах многим не по вкусу. un šodien kaut kā nodoties, būt derībā, būt atbildīgam, daudziem tas nepatīk. И я верю, Un es ticu, что Дух Святой говорит, ka svētais gars что saka, это не твои мысли, ka tās nav tavas domas, что это мысли врага в тебе. tās ir ienaidnieku domas Это tevī. посеял лукавый To ir šis ļaunais iesējis. в те моменты твоей жизни, когда ты не бодрствовал. Tajos brīžos, kad tu neesi bijis nomodās savā И dzīvē. теперь из-за того, что эти семена лжи проросли в голове, Un šīs melu sēklas jau tavā galvā ir izaugušas. кажется невозможным жить посвященной жизнью, радикальной жизнью. Liekas, vairs nevar tādu nodošanās, tādu radikālu dzīvi Кажется dzīvot. невозможным что-то уже в своей жизни поменять. Jau neko nevar mainīt savā Или даже не dzīvē, хочется. pat jau negribas. Так вот это ложь. Tie ir meli. Ты на самом деле хочешь. Tu būtībā gribi. Твой дух внутри тебя, он постоянно будет тебя к этому подталкивать. Tavs svētais gars mudinās tev uz to Ты pastāvīgi. рожден свыше. Tu esi piedzimis no Ты augšas. не можешь не любить Бога. Tu nevari nemīlēt Ты не Dievu. можешь не служить Богу. Tu nevari nekalpot Ты не Dievam. можешь не поклоняться Богу. Tu nevari neslavēt, nepielūgt Dievu. Да, ты не можешь не жертвовать ради Господа. Tu nevari kaut ko upurēt Dievu А dēļ. если ты себя так чувствуешь, то ложь укоренилась. Bet, ja tu tā jūties, tad mēlu jau ir iesakņojušies. И пусть силой Духа Святого сегодня Господь просто обличает эту ложь и разрушает Un lai ее. svētais gars izgaismo šos И просто melus, восстанавливает мышление, lai atjauno šo domāšanu, восстанавливает душевные силы. atjauno šos garīgos spēkus. А,
Дальше следующий момент – это давление общества. Nākošais moments ir šis sabiedrības spiediens. Братья и сестры, будем честными. Būsim godīgi, brāļi un māsas. Мы понимаем, что наша христианская позиция может вызывать критику. Mēs saprotam, ka mūsu kristiešu pozīcija var izraisīt kritiku. Наша христианская позиция может сталкиваться с оппозицией. Mūsu šī kristīgā pozīcija ar opozīciju var saskarties. И в это время, в которое мы живем, когда, в принципе, не было гонений, Un šajā laikā, kad mēs principā esam dzīvojuši, nav bijuši vajāšanas. и столько уже десятилетий свобода вероисповедания, Un jau tādām 10 gadiem mēs varam brīvi izpaust savu ticību. что мы тоже немножечко, понимаете, когда первая церковь зарождалась, когда апостольская церковь зарождалась, Ka pirmā šī apustuliskā draudze radās. она зарождалась во враждебной среде. Tur bija tāda naidīga vide. Первые это были иудеи, Pirmie bija jūdi, которые не принимали и гоняли kuri христиан. nepieņēma vajāju Но kristiešus. также было огромное количество идолопоклонства. Bet bija arī augdievība, milzīgs Много daudzums, много богов. Daudzdievība. И поэтому первые христиане сталкивались с огромным сопротивлением. Un pirmie kristieši ar milzīgu pretestību sastapās. И вот у нас из-за определенной свободы, за которую я воздаю Богу славу, Mums dēļ безусловно, šīs nosacītās brīvības, par to paldies Dievam, protams. отчасти сформировалась вот эта культура, Bet mums ir veidojusies šī kultūra, где мы не привыкли быть в конфронтации. kur mēs konfrontācijā neesam pieraduši būt. В принципе, сформировалась культура, когда я могу быть христианином Mēs esam kultūrā, ka es varu būt и при kristietis этом не находиться в оппозиции. un tajā pašā laikā nebūt opozīcijā. Но посмотрите на Христа, Bet paskaties uz Kristu, посмотрите на Его беседы, uz viņa sarunām, на Его разговоры. uz viņa šīm Он sarunām. постоянно находился под каким-то давлением, Viņš visu laiku bija zem kaut kāda spiediena. под обличением. Его пытались как-то обличить. Viņu mēģināja kaut kā atmaskot. Его пытались обвинить в том, чего он не делал. Vainot tajā, ko viņš nav darījis. Ему портили специально репутацию. Viņam speciāli bojāja šo reputāciju. Говорили специально про него плохие вещи. Runāja speciāli par viņu sliktas lietas. И Христос всегда вызывал какую-то реакцию там, где он был. Un Kristus vienmēr bija kaut kāda reakcija tur, kur viņš bija. Я не призываю сейчас идти и вызывать везде какие-то реакции. Es saku, neaicinu iet un visur kaut kādas reakcijas veidot. Я призываю лишь к тому, что когда нужно Es aicinu, ka tad, kad vajag постоять за Христа, pastāvēt par Kristu, и когда ты понимаешь, что Дух Святой тебе сейчас говорит, скажи эти вещи, un kad tu tagad saproti, tev svētais gars tagad saka, pasak šīs lietas. скажи, что ты думаешь, Pasak, ko tu domā. скажи, что я сказал в своем слове, в Библии, Pasaki- скажи это сейчас, pasaki- заяви об этом. Pasak to, ko es savā vārdā es teicu, pasak tagad. Пусть это будет намного важнее, чем твои мысли о том, а что будет, если я сейчас скажу. Vai tas ir daudz svarīgāk nekā tavas domas, kas tagad būs, ja es А pateikšu? что будет, если я сейчас заявлю? Kas tagad būs, ja es to pateikšu? Вот неважно. Nav svarīgi. Просто скажи. Vienkārši pasaki. Просто доверься. Uzticies. Просто сам себя выведи из зоны комфорта. Pats sevi izved ārā no komforta И zonas. будь готовым иногда, когда это нужно, пострадать. Un esi gatavs arī, ja vajag arī ciest. Будь готовым иногда, готовым пострадать. Esi gatavs kādreiz arī ciest. Я знаю по себе, я знаю по рассказам других людей. Zinu pēc sevis, pēc citu cilvēku Братья и stāstiem. сестры, как бы ни было тяжело в моменте, когда вы будете чувствовать, вы что-то скажете и понесется, Brāļi, māsa, vai kā jūs justosiet, kaut ko pateiksiet, nu, un tad вам будет sāksies. тяжело вот конкретно в тот момент. Jums būs smagi Но konkrēti tajā когда вы brīdī, придете домой, kad jūs atnāksiet mājās. вы будете самый счастливый человек на земле. Jūs būsiet pats Я laimīgākais нельзя cilvēks zemes. клясться, но я Nedrīkst понимаю, что это так. Zvērēt, bet es zinu, ka tā ir. Ты будешь летать. Tu lidosi. Я не знаю, ты будешь так приподнят. Tu būsi tik pacelāts. Это так сильно, просто так сильно тебя наполнит, что ты сделал это. Tas tevi tik spēcīgi Ты piepildīs, ka tu послушался Бога. Tu paklausīji Dievam. Ты перенес поношение и критику. Tu pārnes šo visu kritiku, kas bija. Это тебя очень сильно поднимет. Tas tev ļoti pacels. И я думаю, что многим из нас хорошо было бы освежить эти эмоции. Un daudziem no mums vajadzētu atsvaigināt Во šīs имя emocijas. Jēzus vārdā. Дальше ложь врага, она распространяется следующим образом. Vēl šie ienaidnieki meli šādā veidā izplatās.
радикальное хождение за Иисусом, radikāla staigāšana aiz Jēzus, это для пастора, tas ir priekš mācītājiem, для диакона, diakoniem, для пресвитера, presvīteriem, для левитов. levitiem. Я простой человек. Es esmu vienkāršs cilvēks. У меня работа, Man ir darbs, бизнес, bizness, дети, bērni, семья. ģimene. Я, в принципе, прихожу в воскресенье в церковь. Es atnāku svētdienā uz Может draugu, быть, молитвенные varbūt uz посвящаю. lūkšanām Или на atnāku, домашнюю группу хожу. uz mājas Это grupām. все. Un tas ir viss. Для чего мне вот это все, о чем мы сейчас здесь говорим? Priekš kā man tas viss, par ko mēs tagad runājam? Вы знаете, что пробуждение, которое делалось или совершалось Духом Святым вот в первое время, Ziniet, pirmajos laikos šī atmoda, kas veidojās no svētā gara, оно совершалось так называемыми простыми людьми. tā tika veidot it kā no tiem saucamiem vienkāršiem cilvēkiem. Когда студенты говорили истину в университетах, Kad studenti teica patiesību когда universitātēs, школьники были последователями Иисуса в школах, kad skolēni stāstīja par Jēzus skolās, когда строители были на стройке последователями Иисуса, kad celtnieki šajās celtniecības vietās bija Jēzus sekotāji. и когда церковь, состоящая из разных людей и совершенно разных людей, Un kad draudz, kas sastāvja no pilnīgi dažādiem cilvēkiem, из разных профессий, no dažādām profesijām, находилась в этом мире bija šajā pasaulē. и была тем, кем Иисус хочет, чтобы она была, Un bija tāda, kā gribēja, vai Jēzus to redz. происходили радикальнейшие изменения. Notika šīs radikālās izmaiņas. Поэтому тебе нужно следовать за Христом не для того, чтобы в церкви с микрофоном стоять Tev jāsako Kristum nevis tāpēc, lai draudzē ar mikrofonu stāvētu, или чтобы быть на сцене. vai būtu skatos. Тебе необходимо радикальное посвящение, Tev radikāli jānododas tāpēc, чтобы на своем уровне исполнить Божье lai предназначение. savā līmenī piepildītu Dieva paredzējumu. Чтобы вот та воля, которая у Бога сейчас, прямо сейчас есть на тебя на Tā земле, Dieva griba, kas tieši tagad ir uz tevis, uz šīs она zemes, здесь реализовалась в твоей церкви, в твоей жизни, в твоей судьбе. lai viņi realizē šeit tavā draudzē, tavā dzīvē, tavā liktenī. Поэтому, когда мы говорим про радикализм определенный, Kad mēs par tādu nosacītu radikālismu runājam, мы не говорим про платформу в церкви. mēs nerunājam par draudzes Мы platformu. говорим про жизнь, в которой я приношу Богу плод. Mēs runājam par dzīvi, kurā es nesu Dievam augli. Так, как Он хочет, чтобы я это делал. Tā kā Viņš grib, lai es to nesu. Следующий момент Nākošais. это отсутствие уверенности в том, что ты призван. Nākošie meli ir šī nepārliecība par to, ka es esmu aicināts tam, ko Dievs ir paredzējis. Я не знаю, как лукаво это делает, демоны это Es делают, nezinu, kā ļaunais, kā dēmoni to dara, но мы можем констатировать точно, что мы иногда находимся в таком состоянии, mēs varam konstatēt, ka mēs esam tādā stāvoklī. что мы как будто не уверены в том, что Бог призвал меня, Mēs neesam pārliecināti, ka Dievs man ir aicinājis, что есть смысл стараться. ka vispār ir jēga censties. Поймите, я сейчас не говорю вообще о том, что мы говорим, да нет смысла, как бы нет смысла стараться. Mēs nerunājam par to, ka vispār nav jēgas Нет, censties. человек даже не понимает, как бы, что если он будет стараться, будут результаты. Cilvēks pat tā nesaprot, ka es centīšos, būs Если он rezultāti. будет какие-то действия предпринимать, которые Господу будет угодно, это Būs kaut принесет kādas плоды. darbības, kas būs tam kungam patīkams un atnesīs augli. И сатана сегодня хочет, чтобы мы не были уверены в том, Un Sātans grib, lai mēs būtu pārliecināti par to, что служение Богу ka kalpošana tam kungam, принесет результаты. vai mēs nebūtu pārliecināti, ka kalpošana tam kungam atnesīs rezultātu. Сатана не хочет, чтобы мы были уверены в том. Sātans negrib, lai mēs būtu pārliecināti par to. Я даже знаю, что сатана этого боится. Es pat zinu, ka Sātans baidās par to. Знаете, вот сатана может не бояться христианина, который не знает, кто он и для чего он рожден. Sātans nebaidās no kristieša, kurš nezina, kas viņš ir, ko viņš dara. Сатана видит, что нет угрозы его царству, когда человек не знает, кто он, что ему делать. Sātans neredz apdraudējumu savai valstībai, cilvēks nezina, ko viņš grib. Сатана ko viņš начинает бояться людей, которые начинают осознавать свое предназначение. Sātans baidās no cilvēkiem, kas sāk apzināties savu paredzējumu. Он боится, знаете, мое было такое глубокое переживание в тайной комнате. Manā slepenajā istabā bija tāds dziļš pārdzīvojums. Сатана никогда не будет меня бояться. Sātans nekad nebaidīsies no manis. Сатана будет бояться Бога.
Sātans мне, baidīsies no Dieva manī, который меня любит kurš mani mīl и который знает, что он хочет сделать через меня. un kurš zina, ko viņš grib izdarīt caur mani. Дьявол боится Божьих замыслов во мне. Dievs baidās no šiem Dieva nodomiem manī. Потому что он понимает, что если человек согласится и пойдет, Viņš saprot, ja cilvēks piekritīs un ies и будет это делать, un to darīs. Сатана знает, он не сможет его остановить. Sātans zina, ka viņš nevarēs šo cilvēku И он не apstādināt. сможет остановить такую церковь, Viņš tādu draudzi nevarēs apstādināt. где люди идут, зная, кто они, Cilvēki iet un zina, kas viņi ir. где люди уверены в своих отношениях со Христом. Kur cilvēki ir pārliecināti savas attiecībās ar Kristu, предназначении. savā paredzējumā. Поэтому, братья и сестры, Brāļu māsas, важно обрести уверенность, ir svarīgi būt šai что Бог pārliecībai, нас призвал, kam Dievs mūs ir aicinājis, что у Него есть замысел. ka viņam ir nodoms. И важно, когда ты уже понимаешь, кто ты и Un, kad, и что Бог тебе положил на un kad tu сердце, jau saproti, kas tu esi un ko tev Dievs ielicis так sirdī, важно делать первые шаги. ir svarīgi jau spērt pirmos soļus. Поэтому кого-то я хочу вдохновить просто делать первые шаги. Kādam es gribu teikt, vienkārši darīt pirmos soļus. Не просто ждать какого-то еще более подходящего времени, чтобы начать. Nevis gaidīt kaut kādu vēl piemērotāku brīdi vai Начни sāktu. прямо сейчас. Sāc tieši tagad. Начни эти маленькие шаги делать сейчас, вот сегодня. Šos maziņos solīšus veikt šodien, tagad. Навстречу той мечте, тому призванию, тому слову, которое Господь дал тебе. Tam iet uz to mērķi, ko tev Dievs ir devis. Еще одна из проблем, Vēl viena problēma, которая сегодня мешает нам, братья и сестры, kura traucē mums, развивать более близкие отношения с Иисусом, kas mums traucē ar vien tuvākas attiecības ar Kristu veidot, это желание оставаться автономным и независимым от людей. vēlēšanās palikt tādam autonomam, neatkarīgam no cilvēkiem. Это очень серьезно. Tas ir ļoti nopietni. Иисус помещает нас в тело. Jēzus mūs ir ielicis ķermenī. Иисус специально нас делает созависимыми друг от друга. Jēzus speciāli mūs ir veidojis atkarīgus vienam no otra. Иисус специально лишает нас части собственной независимости Viņš ir mums noņēmis daļēju šo savu brīvību в neatkarīgo, пользу коллективной созависимости. lai tas būtu par labu šai kolektīvai, kopīgai atkarībai. Я не хочу, чтобы кто-то говорил мою жизнь. Es negribu, lai kāds runā uz manu dzīvi. Я не хочу, чтобы кто-то знал больше, чем я хочу, чтобы он знал. Es negribu, lai kāds zina vairāk nekā es gribu, lai viņš zina. Знаете, потому что коммуникация, общение, Jo šī komunikācija, совместное служение, kopīga kalpošana, она приводит к тому, что люди начинают понимать, кто мы, tā noved pie tā, ka cilvēks sāk saprast, kas mēs esam, какие мы на самом деле. kāda mēs esam patiesībā. И ложь сатаны в том, Un Sātana meli ir он tajā. говорит, не сближайся с церковью очень сильно, Nesatuvinies ar draudzi pārāk потому что tuvu, все на самом деле узнают, какой ты. jo visi uzzinās, kāds tu И esi. это ложь, Tie ir meli. это неправда. Tā nav taisnība. Я хотел бы, наверное, из собственной жизни привести пример. Es no savas personīgās dzīves gribētu piemēru. Можно много делать самому. Var daudz ko pats darīt. Можно пытаться многие вещи делать в одиночку. Var daudz ko viens pats Потом vienatnē darīt. сидеть и думать, какой же ты хороший, какой же ты молодец, Un что tad ты делаешь sēdēt много. un domāt, kāds tu esi mālēts, tu daudz izdari. А потом можно сидеть и думать, какой же ты хороший, потому что ты делаешь больше, чем тот-то, тот-то и тот-то и тот-то. Un tad tu sēdi un domā, cik tu esi labs, jo tu izdari daudz vairāk nekā tas un tas un tas. И ты потом уже не замечаешь, что ты стал тем человеком, который 2000 лет назад также молился Богу в храме, а рядом стоял мытарь. Un tad tu jau nepamani, ka tu esi kļuvis par tādu pašu cilvēku, kas 2000 atpakaļ gadus templī sēdēja un lūdza kopā ar muitnieku. И у меня такая же молитва, как и у него. Un man tāda paša lūkšana kā viņam. Спасибо тебе, Господи. Paldies tev, kungs. Причем искренне, Un tāda patiesa, что я не такой, как они. ka es neesmu tāds kā viņi. И ты не понимаешь, как ты туда приехал уже. Un tu jau nesaproti, kā tu līdz turienei aizbrauc un И это nokļūsi. потому, что ты не
не созависим, ты не тело, ты не чувствуешь зависимости от братьев и сестер. Tas ir tāpēc, ka tu neesi vienā ķermenī, tu nejūti šo atkarību Ты сохраняешь дистанцию специально. Tu distanci speciāli to dari. Ты не хочешь сближаться, потому что ты не хочешь показать свои недостатки. А для дружбы очень важно, чтобы люди знали недостатки друг друга. Tu negribi satuvināties vai neredz tavus kaut kāds trūkums, bet draudzībai ir svarīgi redzēt trūkumus. И очень круто будет, когда в церкви люди знают минусы друг друга. Un forši būs, kad redzēs mīnus И способны покрывать любовью эти минусы друг un друга. viņi varēs nosakt ar mīlestību И помогать в trūkumus. любви работать с этими минусами друг другу. Un palīdzēs mīlestībā А strādāt не ar šiem осуждать, не mīnusiem. превозноситься, не смеяться. Nevis nosodīt un paaugstināties un Я smieties. очень тесно общаюсь с вашими пасторами. Es ļoti cieši draudzējos ar Я jūsu знаю их mācītājiem. дух, Es viņu garu я zinu, знаю их сердце. viņu sirdi. Речь не идет о том, чтобы я открылся и теперь надо мной будет смеяться. Nav runa par to, ka es atvēršos un par mani Это не про smiesies. них. Я Tas открылся, nav par viņiem. Es и теперь atvēros, как бы меня или отстранят, или будут дистанцироваться. mani it kā tad distancēs, noņems. Эти люди и их окружение, они уже многие вещи прошли в своей жизни. Šie cilvēki, viņi jau daudz lietas ir izgājuši savā dzīvē. Поэтому надо довериться. Ir jāuzticās. В том числе руководству духовному довериться. Arī šai garīgai vadībai ir jāuztic. Что я могу как бы приоткрыть, снять масочку и побыть настоящим. Ka es varu noņemt šo masku un būt tāds И patiess. что во меня сразу не полетят какие-то камни. Un kad uz mani nelidos uzreiz kaut И kāda не полетит akmeņa какое-то осуждение. vai kaut kāds Но если nosodījums. я начну это практиковать, Ja es sāku to я praktizēt, почувствую, как я стал еще ближе ко Христу. es sajūtīšu, kā es esmu kļuvis vēl Я tuvāk просто буду Jēzum. иметь внутри такое свидетельство, я ему угождаю. Man этим. būs šī liecība, ka es viņam izpatīku ar to. Последняя вещь, Pēdējā lieta, которая нас сегодня удерживает, kas mūs šodien attur, это, возможно, какие-то тайные грехи. tie var būt kaut kādi slēpti grēki. Это вещи, которые мы осознаем как неправильные, Mēs tās apzināmies kā nepareizes, но мы как-то, церковь, мы как-то себе сами это объяснили, что можно с этим жить. bet mēs kaut kā paši sev esam ieskaidrojuši, ka ar to var dzīvot. Апостол Павел говорит так, что на самом деле мы еще не сражались с грехом до крови. Bet apsūs Pāvils saka, ka būtībā mēs vēl neesam cīnījušies līdz asinīm par saviem grēkiem. Иногда люди говорят, я не могу от этого освободиться. Reizēm cilvēks saka, es no tā nevaru atbrīvoties. Я старался, у меня не Es получается. centos, man nesanāk. На самом деле, Patiesībā, по-настоящему, pēc būtības patiesībā, еще он находится не в том состоянии, чтобы возненавидеть грех. vēl viņš nav tādā stāvoklī, lai neieredzētu grēku. Поэтому иногда мы встречаемся и в себе встречаем это, Reizēm mēs to redzam un arī sevi и redzam в других людях мы un видим, citos cilvēkos что redzam. люди говорят о том, что я понимаю, что то, что я делаю, это плохо. Kad cilvēks saka, nu es saprotu, ka tas, ko es daru, ir slikti. Я хотел бы от этого освободиться. Es gribētu no tā atbrīvoties. А при этом все-таки присутствует какая-то еще любовь к этой вещи. Bet pie visa tā vēl tomēr ir kaut kāda mīlestība uz šo lietu. Еще нет вот этого выбора Nav vēl šī внутри. izvēle Вообще вот эта iekšējā. красная черта, за которой перешел, сказал, все, я обрываю. Vēl nav šī sarkanā līnija, kur Не es kāpšu наступила. pāri. Vēl tā nav uzkāpta, И pārkāpta. я знаю, что Господь не освобождает нас от того, что мы любим, Dievs neatbrīvo mūs no tā, ko mēs mīlam, насильно. ar varu. Господь не освобождает нас там от алкогольной зависимости, Viņš- никотиновой зависимости. viņš Если я neatbrīvo- люблю пить, люблю курить, Viņš neatbrīvo no alkohola, nikotīna atkarības, ja es mīlu to darīt. даже если я, знаете, что Богу не угодно, Ziniet, kas Dievam nav patīkami? даже если я признаю, что это грех, Pat, ja es pasaku, tas ir grēks но atzīstos, Богу нахожу оправдание, почему грешу, bet es Dievam saku attaisnojums, kāpēc es это tā daru. неправильное grēkoju. положение перед Духом Святым. Tā ir šī nepareizā attieksme pret Svēto garu. И тяжело пережить свободу и освобождение. Un ļoti grūti ir piedzīvot brīvību un atbrīvošanu. Скажу вам маленький секрет, Pateikšu mazu и, noslēpumu. возможно, у кого-то когда-то это в жизни сработает. Un varbūt kādam tas dzīvē nostrādās. Никакого «да, но». Nekāda jā, bet, Да, Господь, грех, jā, kungs, запятая, но. grēks, komats, bet. Когда уберем всякое «но», Kad mēs visus šos bet noņemsim, когда уберем всякие оправдания, visus attaisnojumus noņemsim, когда мы поймем, что во мне Святой Дух, kad mēs sapratīsim, ka manī ir svētais gars, я хочу принять Его силу.
gribu pieņemt viņa Я spēku, хочу жить в этой силе. gribu dzīvot šajā Я хочу spēkā, принять Его чистоту. gribu pieņemt viņa Хочу tīrību, ходить в этой чистоте. gribu šajā skaidrībā, tīrībā Хочу ходить в этой staigāt, святости. šajā svētumā staigāt. Когда по-настоящему я уберу всякие «но» Kad es visus bet tiešām novākšu patiesi, и буду просто кричать к Богу о том, чтобы Он крестил меня, наполнил меня, kliekšu uz Dievu, lai viņš man attīra no visa, а потом пойду и начну, как я говорил уже, вот какие-то первые шаги делать, un tad iešu un darīšu kaut kādus pirmos soļus. я начну меняться. Tad es sākšu mainīties. Препятствий нам сегодня следовать за Христом, церковь, много. Šķēršļojas sekot Kristum mums ir daudz. Вещей, которые нас сегодня, братья и сестры, отвлекают от того, чтобы мы жили вот такой целеустремленной на Христа жизнью, много. Lietas, kas mūs atrauj no Kristus, lai mēs tādu mērķiecīgu dzīvi dzīvot, ir daudz. Поэтому нам надо понять и решить, Mums ir jāsaprot un jānolemj. как сегодня, в 21 веке, Kā šodien, 21. gadsimtā, находясь в рутине, в ответственности, в беготне, в работе, esot šajā visā skrējienā, darba, atbildībā, rutīnā, как мне все-таки оставаться детем Божьим прежде всего? kā man vispirms palikt par Dievu bērnu? Как мне сегодня прежде всего искать Царство Божье Kā man šodien vispirms meklēt Dievu valstību и правды Его? un viņa taisnību? Как мне прежде всего искать Царство Божьего и видеть, что остальные вещи действительно Бог прилагает и помогает в Un жизни? kā man vispirms meklēt Dievu taisnību un ieraudzīt, ka visas pārējās lietas viņš tiešām pieliek? Одного очень знаменитого человека спросили, Vienu ļoti ievērojumu cilvēku viņam pajautāja, как вы при своей всей занятости kā jūs pie visas savas и такой aizņemtības огромной нагрузки un tik milzīgas slodzes все успеваете? visu paspējat? Ответ его был совершенно не тот, который как бы удивил, ну, не такой, который ждали журналисты. Nu, tas nebija tas, ko gaidīja Потому что žurnālisti. они, наверное, хотели услышать лайфхак о том, как заниматься правильно тайм-менеджментом, распределять время. Viņi varbūt gribēja dzirdēt, kā ar menedžmentu pareizi, kā laiku pareizi Или как saplānot, правильно делегировать. kā deleģēt pareizi. И вот ответ был такой. Atbild bija šāda. До того, как в 9 часов утра Līdz tam, kamēr es 9 я no начинаю rīta первую какую-то встречу, sāku kaut kā tikšanos pirmo, в 5 утра я уже на коленях с Богом. 5 no rīta es esmu uz ceļiem ar Dievu. И вот, грубо говоря, с 5 до 8 Un tā rupinājot no 5 или с līdz 5 до 8 9 un no 5 līdz он 9. проводит каждый день время с Богом. Viņš katru dienu pavada laiku ar Dievu. И он переживает то, что сказала, то, что говорит Слово Божие. Un viņš pārdzīvo to, ko saka Dieva vārds. Ищи Царство Божье, Meklē Dieva valstību, я буду прилагать, es pielikšu, я буду действовать. es darbošos. И человек видит, как сам Бог включился в процессы, в управление и в вопросы, которые ему нужно решать. Un cilvēks redz, kā pats Dievs ir pieslēdzies visos šajos viņa procesos, kur jārisina. Драгоценная церковь, Dārgā draudzene, наверное, нет ничего важнее, nav nekā чем svarīgāka. видеть, как сам Бог вовлечен в нашу жизнь. Kā redzēt, ka pats Dievs ir iesaistīts mūsu И dzīvē. Он вовлечен в те вопросы Viņš ir iesaistīts tajos и в jautājumos те вызовы, un tajos izaicinājumos, которые перед нами стоят. kuri mūsu priekšā stāv. Давайте помолимся во имя Palūksim Иисуса. Jēzus vārdā. Аллилуйя. Аллилуйя.